Когда я в трудные минуты обращаюсь к себе и хочу поговорить с собой, Мгм. и это мне иногда кажется последнее, к чему я могу апеллировать, Мгм. чтобы как-то объяснить и сохранить себя, я говорю себе: Мактиночка. А как ты себя называешь? Наверное, Изочка. А, Изочка, какая ты? Кто ты? Что ты о себе можешь сама сказать? Кто ты и какая ты? Мне нравится фраза, кто-то сказал, я не запомнила кто, что, человек о себе говорить должен только самое хорошее. Источник забывается, информация остается. По всей видимости, я сейчас последую этому примеру. Если говорить: "Кто я?" Очень сложно как сказать, в абхазской культуре не принято учить детей говорить о себе хорошо, да, вот как-то я тоже не приучена, если честно. Я чувствую вот свое призвание вот в помощи другим людям. Скорее всего, я на этом ограничусь, вот, потому что я очень не безразлична к чужой боли. Она меня очень трогает как свою. Это, в принципе, в последние годы, мне кажется, единственное, что меня трогает и вызывает во мне слезу, это либо, ну вот, уход чей-то, он не может не трогать, либо вот такая чужая боль, мимо которой я не могу пройти. Ты не сказала о себе как о специалисте в некой сфере. Вот как бы ты себя назвала с этой точки зрения? И с точки зрения образования, образованности, предпочтений. Что бы ты о себе сказала? Вот, Но по чуть образованию побольше. я филолог, я специалист по английскому языку, литературе, по немецкому языку, литературе. Ты когда-нибудь вернешься в эту профессию? Не знаю, пока не знаю. Я уходила, я 11 лет работала в университете, преподавала английский язык. Потом я решила, что я иду на 2-3 года, немножко отдохну от студентов, от профессии и вернусь, но не вернулась больше туда до сегодняшнего дня. Не знаю, это очень сложно возвращаться, это не такая простая профессия, то есть уже новая методика, то есть есть чему обучиться. Если вдруг у меня появится такое желание, я, конечно же, я люблю учиться, люблю развиваться. Я после филологии много чему научилась в разное время, и Твой самый главный сильный навык. главный сильный навык. Ну, я продолжу, что из филологии я ушла потом в бизнес. Из бизнеса я ушла в общественную работу. И сейчас у меня нет профессии, потому что я общественный человек, не знаю, деятель. Ну, прям деятель для меня громко звучит. Но вот я человек, который занимается общественными делами. Меня интересуют социальные какие-то проекты, вот все, что может улучшать жизнь людей в моей стране. Вот, и этим я занимаюсь.